День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. С какими социально-экономическими показателями республика завершила 2019 год? Правительство региона отчиталось о проделанной работе и рассказало о планах на 2020. Мы расскажем об основных достижениях 2019 года, поговорим о приоритетных задачах, безусловно, ответим на все вопросы, которые вас интересуют. Ждать ли новой эпидемии? Количество заболевших новым коронавирусом неуклонно растет. Россия закрыла свои границы на Дальнем Востоке. Ситуация действительно по стране серьезная, довольно-таки, как говорят СМИ. Но если брать в расчете на население Китая, цифры не такие уж и большие. Тысячи вызовов не только из столицы района, но и из самых отдаленных сел и деревень. В Алданскую больницу поступил новый автомобиль неотложной помощи. Машина идет нормально. Ну, понимаете, она еще новая, как говорится, надо ее за ней посмотреть, где что подтянуть, где проверить. А так, все хорошо, доволен. Добрый февраль. Телеканал «Якутия-24» объявил месячник помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И мне вот привезли дров, одну машину, и еще один мне помог вот с углем. Ну, сейчас попробую с углем как-то экономичнее, чтобы вышло. А то я в год 9 машин топила. Как решить ситуацию с безнадзорными животными? Московские волонтеры предложили альтернативный способ помощи для оказавшихся на улице бездомных собак и кошек. Очень помогал опыт западных коллег. Такие фонды, как у нас, такие центры, как у нас, работают в Западной Европе, делают акцент на это уже более 100 лет. И, конечно же, имеет смысл опираться уже на сублимированный опыт тех людей, которые уже прошли не один круг. Идеально подходящие для эксплуатации в суровых условиях нашей республики, не имеющие аналогов вездеходы выпускают якутские умельцы. Расскажем все подробности создания хозяев бездорожья. Брали более оптимальную технику, которая бы по своим, как говорится, способностям смогли бы собирать здесь именно на территории города Якутска. Сегодня в прямом эфире телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24», а также на радио Т-Тим состоялся ежегодный 22-й отчет правительства республики, где были обозначены итоги прошлого года и озвучены основные приоритеты деятельности на 2020 год. Открывая мероприятие, председатель правительства Владимир Солодов отметил важность таких отчетов перед населением. Во время прямого эфира была организована горячая линия, куда мог позвонить любой желающий и задать интересующий его вопрос. Всего таких звонков поступило около 400, и все без исключения вопросы и пожелания были приняты в работу. И на все свои вопросы жители республики получат официальные письменные ответы. Безусловно, в этом году отчет по традиции пройдет во всех районах и во всех без исключения на слегах Республики Саха-Якутия. Нам важны проблемы, которые волнуют каждого жителя, вне зависимости, живет ли он в столице нашей республики или в самой отдаленной деревне. Целый ряд новаций, целый ряд нововведений в этом году мы будем также применять. С этого дня начинает работать специализированный сайт 2019.yakutia.rf, на котором размещены все материалы, отражающие работу, а также есть возможность задать вопросы и получить на них оперативные ответы. Призываю вас активно участвовать в этом году в отчетах, которые пройдут, и задавать вопросы и давать предложения. Ни один вопрос и ни одно предложение не останется без внимания. Все поступившие звонки во время мероприятия касались самых актуальных тем. Это и вопросы демографии, поддержки различных слоев населения, вопросы медицины и здравоохранения, проблемы ЖКХ и образования и многого другого. Всего, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Но некоторые темы больше всего звучали в поступивших на горячую линию обращениях. Например, о транспортной доступности в Якутии. Соответственно, в прошлом году мы начали решать вопросы транспортной доступности. И прошлый год был ознаменован тем, что мы запустили пассажирские перевозки железнодорожным транспортом с Нижнего Бестяха. Мы наряду со всеми регионами страны участвовали в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приведено в соответствие 482 километра дорог.
Еще одна тема, которая вызвала очень много вопросов, это проблема жилищная. Особо остро стоит вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья. Самая главная задача и самая главная цель 2019 года, она была достигнута, это беспрецедентные меры по улучшению качества жизни нашего населения. И самым крупным элементом, самой крупной программой в этом отношении стала, конечно же, программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Это самая крупная программа в Российской Федерации. Это более 11% всех аварийных домов нашей страны будет переселено в нашей республике. В общей сложности это огромная цифра, это 4343 многоквартирных и жилых дома, где проживает около 75 тысяч наших граждан нашей республики. И по площади это 1 363 000 квадратных метров. Ну а заключительный месяц календарной зимы принес не так много изменений, как его предшественник. Однако новшества в нашей жизни не стали менее яркими. Россиян ждут расширения программы «Дальневосточный гектар», введение электронных чеков, повышение выплат льготникам и пенсионерам, а также другие новшества. С подробностями Полина Долинская. 2020 год уже принес россиянам множество изменений. В январе в стране вступили в силу десятки новых законов, которые регулируют самые разные сферы жизни. Например, нововведения коснулись владельцев собак, любителей интернет-магазинов, молодых мам и владельцев квартир. Однако перемены на этом не закончились, и февраль принесет россиянам немало новшеств. Итак, вашему вниманию ряд законов, которые вступают в силу с 1 февраля. С 1 февраля изменится размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников. Сумма повышается каждый год в результате индексации. Ожидается, что в 2020 году она составит 4,3%. В числе получателей ежемесячной денежной выплаты 61 категория льготников. Среди них ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3 групп, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, герои СССР и России. Перемены ощутят и автомобилисты. Продолжает расти тарифы системы «Платон». Собственникам большегрузов придется платить по более высокой ставке за проезд по федеральным трассам. Речь идет о владельцах машин, вес которых превышает 12 тонн. За каждый километр в пути необходимо будет выложить по 2 рубля 20 копеек. В сравнении с размером прежнего тарифа увеличение произошло на 16 копеек. Вроде мелочь, но эксперты уверены, что повышение скажется не только на финансовой состоятельности перевозчиков. Рост тарифов неизбежно отразится на стоимости доставок, а значит и на ценах в обычных магазинах. Торговые автоматы с 1 февраля откажутся от кассовых чеков. Если вендинговое устройство оснащено дисплеем и специальным программным обеспечением, необходимую информацию можно будет получить в электронном виде. Для этого достаточно только отсканировать QR-код чека с помощью обычного смартфона. По мнению экспертов, это упростит как обслуживание устройств кассовых аппаратов, так и процесс совершения покупок. Кроме того, появится возможность ввода своей электронной почты или номера телефона для того, чтобы получать подтверждение о платеже в виде СМС-сообщения или на e-mail. Дальневосточный гектар станет больше. С 1 февраля участники программы смогут получить земельный участок еще в 2 регионах. Это Бурятия и Забайкалье. Пока такой привилегией будут пользоваться лишь дальневосточники, а с 1 августа оформить заявку на свой гектар сможет любой гражданин России. С февраля иностранные СМИ будут платить штрафы за нарушение установленного порядка деятельности в России. Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, для должностных – 50 тысяч рублей, для организаций – 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы вырастут в 10 раз. И это далеко не все изменения, которые вступают в силу с 1 февраля 2020 года. Но без сомнений коснутся они многих россиян. 720 эфирных часов, около 10 тысяч выпусков новостей, тысячи прямых включений. Сегодня нашему телеканалу исполняется 2 года. Все это время мы старались первыми донести до вас достоверную и самую свежую информацию. Мы побывали во многих уголках нашей республики, вещали и из-за ее пределов. Рассказывали новости не только республики, но и страны, и мира. Мы старались помочь нашим зрителям, оказавшимся в трудной ситуации. Во многих случаях нам это удавалось. Поэтому подводим
Подводя итоги двухлетней работы, телеканал «Якутия-24» запускает акцию «Добрый февраль». Мы не будем раздавать деньги и дарить щедрые подарки. Наша главная цель – оказать информационно-консультативную помощь. Мы хотим подарить надежду тем, кому она действительно необходима. И первой, кому мы помогли в рамках нашего проекта, жительница столицы Евгения Винокурова, многодетная мама 5 детей. От нее ушел супруг, и чтобы хоть как-то прокормить свою семью, Евгении пришлось даже завести небольшое подсобное хозяйство. Тем не менее, средств к существованию не хватает. На жизни и выживании большой семьи в материале Ульяны Шагиной. Набрать воду из озера, расколоть дрова, растопить печь, накормить животных – это ежедневные будни 9-летнего горожанина Леонида. Он из многодетной семьи. У мамы Евгении 5 детей, которые стараются поддерживать ее во всем. Кроме отличной учебы, спортивных достижений, они главные помощники по хозяйству. Старшие носят воду с близлежащего озера, колят дрова, а девочки ухаживают за животными. Дрова колет у меня сын 13-летний, уже вот, с 9 лет колет. Так, еще вот все работы распределены. Кто-то коз кормит, кто-то кто-то доит, кто-то эту. Печку топит. Вот печку, когда, если по необходимости уезжая в город, значит, старший приезжает и топит печку. Вот так вот. И вот 9-летний тоже топит. Все контролируем между собой. Козлята и цыплята в этом году перебрались из коровника в дом. Мера вынужденная. Дров мало. А топить еще и коровник экономически невыгодно. И мне вот привезли дров, 1 машину, и еще один мне помог вот с углем. Ну, сейчас попробую с углем как-то экономичнее, чтобы вышло. А то я в год 9 машин топила. Из-за финансовых трудностей Евгения вынуждена была стать козоводом. Этим она успешно занимается 4-й год. Козы не только дают вкусное молоко, но и приносят небольшой доход. Оставила себе 6 коз, потому что были долги, поэтому мне пришлось продать остальные 10 маток. Я жду прибавления уже где-то в конце февраля окотов. Так, и потом я буду постепенно, некоторое молоко я себе оставляю, а то, что остатки я продаю. Чтобы сократить свои ежемесячные расходы, Евгения мечтает провести в дом газ. Сегодня осуществить задуманное не представляется возможным. Помимо отсутствия денежных средств, земельный участок, на котором стоит дом, никак не удается оформить. Как многодетная я хотела оформиться, а мне говорят, что это участок сота. А сот говорит, что это не сотовский по документам. Отсутствие документов чинит еще одно препятствие. Евгения не может поставить себе забор. В прошлом году бродячие собаки задрали половину ее хозяйства. Бродячие собаки утащили коз, у меня цыплята все 30-40 голов умерло. Кроликов утащили. Без присмотра никак, потому что у меня забора нету. Вот изгороди нету отдельного. Евгения стойко переносит удары судьбы. Бывает сложно, признается она. Подрастающие дети, конечно же, требуют финансовых затрат. Но многодетная мама не унывает и в одиночку пытается найти выход из сложившейся ситуации. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Быть ли новой эпидемией, количество заболевших неуклонно растет, Россия закрывает свои границы. Новая неотложка на службе алданских медиков. Впереди новые 1000 вызовов со всех уголков района. Мы продолжаем программу. По официальным данным,
Мы продолжаем программу. По официальным данным Роспотребнадзора, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией только в Китае более 9 тысяч человек, более 200 из которых с летальным исходом. В связи с чем ситуация с распространением этой инфекции в России находится на строгом контроле Федерального Роспотребнадзора. Якутия в том числе приняла меры предосторожности и усилила профилактические мероприятия. Насколько опасен коронавирус и как защитить себя от инфекции? Материал Ульяны Шагиной. Улицы Пекина опустели. Закрыты многие торговые центры и рестораны, не работают сады и школы. Якутяне, живущие в Китае, специально нашему каналу делятся последними новостями из Поднебесной. Как видите, улицы действительно пустые. Многие торговые центры и рестораны закрыты. Но в супермаркетах и супермаркеты все работают в обычном режиме. У нас, например, лифты и подъезды дезинфицируются каждый день в качестве профилактики. Также отменены все массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, театры. Китайский сад в круглосуточном режиме выводит информацию о числе заболевших. В Ухане, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, и сегодня держатся высокие показатели по заразившимся. Более 2500 человек. На первом месте Хубэй, там около 6000, в Пекине 139. Ситуация действительно по стране серьезная, довольно-таки, как говорят СМИ. Но если брать в расчете на население Китая, цифры не такие уж и большие. За пределами страны случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Финляндии и других странах. В России пока случаев заражения не зарегистрировано. Тем не менее, в стране усилили меры по недопущению пневмонии нового типа. Именно так прозвало коронавирусную инфекцию мировое медицинское сообщество, так как клиническая картина напоминает тяжелый грипп. Одышка, кашель и, может быть, развитие тяжелейшей вирусной пневмонии с первых дней заболевания. Коронавирус – это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться и человеку. В конце прошлого года его впервые выявили в китайском городе Ухань и связывают с рынком морепродуктов, расположенным в этом городе. Инкубационный период данного заболевания составляет до 14 дней. Вирус имеет вторую группу патогенности и очень мало устойчив к действию различных дезинфектантов. В Якутии введена двойная термометрия прилетающих из-за рубежа. Контроль вводится и на рейсах из Хабаровска и Владивостока. Проверке подвергаются все пассажиры международных рейсов. Осуществляется досмотр грузов и ручной клади пассажиров для выявления продукции животного и растительного происхождения без сопроводительных документов. Федеральным Роспотребнадзором внесен в правительство Российской Федерации проект национального плана по предупреждению завоза и распространения болезни. Проверяется готовность медицинских учреждений. Принимаются меры по обучению медперсонала. С конца прошлой недели Министерством здравоохранения Российской Федерации уже проводятся обучающие семинары для наших докторов. Тем временем в поликлиниках столицы проходят специальные учения. Темой учения, конечно же, стал пациент с коронавирусом, которого предстояло правильно эвакуировать и продиагностировать. Учения показали, что больницы готовы, знают уже теорию, какую иметь настороженность, при каких симптомах они должны реагировать. Насколько якутские медики готовы к настоящему развитию событий, показал случай, когда в конце недели из Харбина в Якутск прибыл рейс, на борту которого обнаружен был пациент с высокой температурой. Больная тут же была госпитализирована в инфекционную больницу Якутска. Позже лабораторные анализы подтвердили у больного диагноз ОРВИ. По существующему регламенту была вызвана скорая помощь, и она госпитализирована в инфекционное отделение. Диагноз ОРВИ у нее подтвержден лабораторно, высевом аденовирусной инфекции и метапневмовирусной инфекции. Поэтому она сейчас получает стационарное лечение. Более 1,5 десятков контрольно-пропускных пунктов страны, граничащие с Китаем, закрыты. Работодатели с наличием работников из Китая, находящихся в настоящее время в отпуске на территории своей страны, рекомендательно просят их продлить отдых до особого распоряжения. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему. Для координации этой работы, соответственно, подписано было распоряжение, чтобы создать оперативный штаб, который возглавила Татьяна Алексеевна Голикова. Россельхознадзор тем временем ввел временные ограничения на ввоз свежих фруктов из Китая. На прилавках овощных киосков китайские огурцы и помидоры. На них запрета нет, а спрос есть всегда. Ничего не покупает, поэтому только огурцы, помидор продаем. Помидоры из Китая, да? Из Китая. Когда они были привезены?
неделю назад, наверное. В России, в том числе и в Якутии, жители начали отказываться от уже приобретенных туров в Поднебесную. Ростуризм сообщил о возможности возвращения потраченных на путевку денег в полном объеме, в связи с чем региональные турагентства начали прием заявлений от якутян на аннуляцию туров. Мы сейчас принимаем заявления о возвратах, направляем их туроператору. Туроператор обещал возвраты в полном объеме в течение 10 дней. Все эти меры, конечно же, направлены на защиту граждан страны. Сейчас главное, как утверждают специалисты, воздержаться от каких-либо поездок, не посещать места с массовым скоплением людей, зоопарки и рынки морепродуктов. Обязательно это мытье рук, масочный режим, конечно же, ношение медицинских масок. И при малейших проявлениях заболевания, которые сопровождаются кашлем, высокой температурой, необходимо сразу обратиться к медицинскому персоналу, к врачам. На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо просто вовремя обратиться за медицинской помощью, не доводя болезнь до острой вирусной пневмонии. Ульяна Шагина, Якутия. День за днем. В этом году свое 95-летие празднует Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница. В 1925 году в Якутске открылся первый трахоматозный диспансер со стационаром на 15 коек. Именно он и положил начало деятельности офтальмологической больницы. С тех пор медицина заметно шагнула вперед, а республиканская офтальмология стала одним из передовых медицинских учреждений в Якутии. Об этом сюжет Саргаланы Неустроевой. Еще 5 лет назад, когда республиканская офтальмология праздновала 90-летний юбилей и подводила итоги, уровень медицины местных хирургов и врачей был очень высок. Однако за прошедшие годы они доказали, что и это не предел. В 2016 году впервые за всю историю якутского здравоохранения была сделана пересадка роговицы. Сейчас же в стенах больницы успешно практикуют даже витреоретинальную хирургию – операции на сетчатке и стекловидном теле. Это операции все сложные, которые выполняются на современном оборудовании с применением современных расходных материалов, в том числе, например, имплантации дорогих, хороших хрусталиков американского производства, немецкого производства, которые дают людям, позволяют видеть хорошо и в том числе сохраняют сетчатку глаза. В больницу съезжаются со всех уголков республики. Это огромный поток желающих улучшить свое зрение, в первую очередь пенсионеров и ветеранов. Однако квоты, выделяемые из федерального бюджета, на всех не хватает. И все же, чтобы улучшить удобство обслуживания пациентов, в прошлом году республиканской офтальмологией были открыты центры неотложной помощи и гериатрии, а также 8 филиалов в районах республики. У нас создана выездная бригада, которые выезжают в районы и проводят лечение хирургическое и, конечно, консультация на месте. Это приведение, скажем, специализированной, даже высокотехнологичной медицинской помощи на местах проживания наших пациентов. В целом, ежегодно мы 2-3 методики лечения, хирургическое лечение и в целом консервативное лечение мы вводим в поток нашей больницы. В 2018 году на базе больницы был открыт детский кабинет. Тогда и стала заметна неутешительная статистика. Возраст заболевания глаз становится моложе с каждым годом. Если раньше банальная близорукость считалась болезнью подростков, то теперь в кабинет врача-офтальмолога все чаще приходят малыши. Причем врожденные редкие патологии на фоне недоношенности или заболеваний матери медленно, но верно становятся современной действительностью. Спрашиваешь, почему, в чем причина снижения зрения, которое было прекрасным в 2-3 года и так дальше, да? Выясняется, что мобильные телефоны, современные гаджеты, планшеты, которые заменяют сегодня часто нянек, очень удобные в быту, но дети на этом очень сильно расстраивают свое зрение. Потому что это и напряжение для глаз, это, в общем-то, напряженная поза, это у нас идут проблемы с позвоночником, с шейным, грудным отделом позвоночника, и отсюда вытекают эти последствия. К счастью, не только врачи детского центра, но и новейшее оборудование в силах спасти зрение ребенка. И все же основная работа по-прежнему лежит на плечах родителей, ведь спасти утопающего может только сам утопающий. Тем временем, проведя небольшой опрос, выяснилось, к удивлению, ни одного недовольного пациента в больнице не нашлось. Даже привычное для якутского больного хамство не только со стороны персонала, но и со стороны ближайшего соседа офтальмологию обошло стороной.
Лично мне сделали хорошую операцию, и вот катаракта у меня была на оба глаза. Сейчас я очень хорошо вижу. Вот я с мужем хожу. Вот он сейчас тоже пришел, ждет врача. Думала, ой, там в очередях буду сидеть. Абсолютно, совершенно заранее. Я приехала в город Вильюйск по договоренности. Очень приветливо встречают. На девчонок я не в обиде вообще. Разговариваю тут с больными, но тоже все хвалят. Ну, все хорошо, нормально. Зачем за пределы ехать, когда тут у нас свои специалисты есть хорошие. Впереди у якутской офтальмологии еще много планов. Например, проведение операций на глазах у детей. Сейчас с такой целью их отправляют в Республиканский медцентр. Там есть все необходимое оборудование и специализированное помещение, чем пока офтальмологическая больница похвастаться не может. Также, в чем робко признаются местные врачи, не помешала бы и прибавка к квоте, выделяемой государством. Так они смогли бы спасать зрение большего количества пациентов. Ну а пока имеем то, что имеем. Саргалана Неустроева, Джулус Анакетьев, Григорий Георгиев, Павел Пахомов, Якутск. Ну а в Алданской службе скорой помощи продолжается обновление автопарка. На днях больница получила новый реанимобиль. Суперсовременная неотложка стала третьей. Первую машину больницу получила по федеральной программе 2 года назад. С ходовыми качествами, а также оснащением реанимобиля ознакомились наши корреспонденты. У водителя скорой помощи Виктора Латышева сегодня выходной, однако утром он, как обычно, пришел на работу. На неотложке Виктор Иванович работает почти 1,5 десятка лет. В ближайшее время он поменяет машину старого образца на новый реанимобиль, поступивший в Алданскую ЦРБ всего несколько дней назад. Но предварительно машину нужно обкатать. Настроение хорошее, машина идет нормально. Ну, понимаете, она еще новая, как говорится, надо ее за ней посмотреть, где что подтянуть, где проверить. А так, все хорошо, доволен. Новый реанимобиль поступил в Алданскую центральную районную больницу по федеральной программе. Складные носилки с подогревом, аппарат ЭКГ, небулайзер, дефибриллятор, оснащение и комплектация на все случаи. Там кислород есть, дефибрилляторы есть, отсосы есть, очень много разновидностей носилок есть. Ну, очень удобная машина. Вот на дальние расстояния с ними ездить очень хорошо, потому что они теплые. Больному хорошо и персоналу хорошо, удобно работать. В среднем за сутки в отделении скорой помощи Алданской ЦРБ регистрируется до 30 вызовов. Впрочем, прогнозировать их количество затруднительно. В период подъема простудных заболеваний, а также при резких перепадах температур, число обращений возрастает. Ну, в основном пожилые люди, давление, сердечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение ритма, ну и дети, респираторные заболевания. В гаражном боксе суперсовременная неотложка, оснащенная всем необходимым для оказания помощи, стала третьей. Первый автомобиль Алданская ЦРБ получила в январе 2018-го. Скорая помощь – не единственная новинка из появившихся в больнице в последнее время. В целом в здравоохранении Алданского района сейчас идет мероприятие по обновлению материально-технической базы. Таким образом, мы смогли обновить медицинское оборудование в детской поликлинике. Да? Мы приобрели рентген-оборудование для взрослой поликлиники. Отделение скорой помощи Алданской ЦРБ обслуживает как город и близлежащие поселки, так и отдаленные уголки, располагающиеся в сотни километров от райцентра. Помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной дороге Лена также оказывают фельдшеры Алданской больницы. Каждый вызов словно экзамен, проводимый жизнью, и у медработника под рукой должно быть все. Там, потому что и капельницы, чтобы можно подключать, по дороге капать. Вообще очень хорошо, то, что она теплая, еще раз говорю. И то, что оборудование там под капельницу, все это есть, крепежи, все это. Фельдшер Лариса Сомова работает на скорой помощи 40 лет, а чуть более года ездит на вызовы на новой неотложке. Сталкиваться приходится с самыми разными случаями. Возможности экстренно оказываемой помощи в оснащенном по последним стандартам реанимобиле значительно шире. Машина очень хорошая, то есть в машинах имеется все оборудование полностью, начиная от ЭКГ, значит, ИВЛ, и то есть помощь можно оказывать, начинать уже в самой машине, то есть пока мы довезем больного, и значит здесь мы можем
массу медицинских услуг оказать. То есть первые, то есть, что машины были старые, и сейчас это совершенно разные. На счету первых 2 ласточек, машин, появившихся в больнице ранее, тысячи вызовов. Бесспорным преимуществом реанимобилей, помимо обширных возможностей реанимационных мероприятий, являются удобство и комфорт. Машины идут ровно, не раскачиваясь на скорости и не создавая излишней тряски на бездорожье. Новый реанимобиль намного комфортней, ехать на нем удобнее, на нем так не трясет, как на предыдущих машинах. Тепло. В ближайшее время новая скорая помощь выйдет на линию. Всего в Алданской больнице 8 машин. В смену работают 4 неотложки. В планах у руководства ЦРБ продолжить обновление автопарка. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас мы снова ненадолго прервемся, буквально через минуту продолжим, не переключайтесь. Глава республики Айсан Николаев посетил с рабочим визитом Тампонский улус. Московские волонтеры предложили альтернативный способ помощи для оказавшихся на улице бездомных собак и кошек. Мы продолжаем. Глава республики Айсан Николаев посетил строящееся здание Международной арктической школы. В рамках рабочего выезда обсуждались и вопросы образовательного процесса. Школа откроет свои двери уже 1 сентября этого года. Глава региона отметил, что весь процесс, начиная от строительства, получения лицензий и комплектования школы, к этому сроку должен быть завершен. Строительство уже окончено, сейчас идут пусконаладочные работы. Айсан Николаев отметил, что отбор учеников в новую школу будет абсолютно прозрачным, только по результатам вступительных экзаменов. Всего их будет 3 по математике, английскому языку и естественным наукам. Причем упор будет сделан больше не на уровень подготовки ребенка, а на его потенциал. Правила приема в школу сейчас готовы и проходят согласование. Я дал поручение, чтобы в феврале месяце уже было вывешено в общедоступной таком уже формате условия приема в эту школу. Они будут абсолютно открытые, прозрачные. Мы намерены здесь, чтобы как раз дети по результатам экзаменов учились лучше в нашей республике. Ну, те, кто, конечно, захочет здесь в этой школе учиться. Трехэтажное здание рассчитано на 220 учеников. В нем будут получать образование международного класса школьники со всей республики. В школе созданы все условия для комфортного обучения и проживания детей. Это интерактивные классы, планетарий с 4К изображением и бассейн. Кроме этого, в школе будет располагаться музей арктической цивилизации. Как отметил глава региона, обучение в ней будет вестись на самом высоком уровне с привлечением высококлассных специалистов не только российского, но и международного уровня. Глава Якутии Айсан Николаев с рабочим визитом посетил село Байга Таттинского улуса. Он ознакомился с ходом строительства социальных объектов. Так, глава региона посетил строительную площадку, где возводится детский сад на 80 мест. Строительство объекта ранее было приостановлено, но с прошлого года возобновлено. Далее он ознакомился с ходом строительных работ этнокультурного и спортивного центров. Помимо этого, Айсан Николаев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов памятнику Февронье Малгиной, потерявшей на войне всех 5 сыновей. Также Айсан Николаев принял участие в заседании оргкомитета, посвященного 75-летию выдающегося хранителя народных традиций Бориса Неустроева Мандар Уус, где были намечены различные мероприятия, посвященные этой дате. У нас в этом году большой праздник в Таттинском улусе, в целом в республике 75 лет нашего выдающегося хранителя народных традиций Бориса Федоровича Неустроева Мандарус. И как раз я сегодня участвовал в проведении оргкомитета, где мы наметили ряд таких серьезных мероприятий, которые должны быть проведены в этом году, включая в том числе и строительство уникальных объектов здесь, на территории Байгинского наследия, таких как берестяная Маолурага, которая не строилась у нас в Якутии уже свыше 200 лет. Посетили также объекты социальные, в том числе посмотрели начало строительства детского сада
которая здесь тоже когда-то начиналась, остановилась, сейчас процесс возобновляется. Конечно же, есть вопросы благоустройства населенного пункта, но я считаю, что все это в рамках и юбилейных мероприятий, и в целом в рамках развития социального развития Татьинского улуса эти вопросы все у нас будут решаться. Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей поездкой посетил и Тампонский район. Он ознакомился с ситуацией на местах и принял участие в торжественном открытии 2 социально значимых объектов – детского сада в оленеводческом селе Тополиное и районной межпоселенческой библиотеки в поселке Хандыга. Село Тополиное занимает первое место в Тампонском районе по рождаемости детей. Поэтому давно назревала необходимость строительства современного детского сада. И, наконец, в 2019 году в кратчайшие сроки возведен долгожданный детсад «Олененок» на 75 мест в рамках реализации национального проекта «Демография». Это детское дошкольное учреждение построено по особому, индивидуальному проекту. Кроме традиционных комнат для игр, отдыха и сна, имеется полностью оборудованный медицинский кабинет и мобильный компьютерный класс. Я от всех воспитанников, от всех родителей, от всех работников нашего детского сада и также от всего наследия я хотела выразить огромную благодарность. То, что наша мечта сбылась, наконец-то. Также делегация побывала в семье потомственных оленеводов Василия и Евдокии Лебедевых. Молодая чета в домашней обстановке имела возможность рассказать Илдархану об условиях жизни и работы, необходимой государственной поддержке для развития северного оленеводства. Вы как поддерживаете? Да, мы поддерживаем. В этом году мы из-за того, что заработные платы они не могли выплатить, ноябрь, декабрь мы со своего бюджета полностью выплатили хозяйству. И основной потеря оленей это из-за волков же у нас. В поселке Хандыга глава Якутии встретился с жильцами аварийного дома по улице геолога Кудрявого, включенного в первый этап переселения граждан из аварийного жилья, и ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов в райцентре. Также встретился с ветераном Великой Отечественной войны Ириной Прокопьевной Баженовой и вручил ей первую в Якутии юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Затем на площади Победы возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза снайпера Федора Охлопкова. Далее Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии межпоселенческой районной библиотеки, поручение о завершении строительства которой им было дано в 2018 году. На открытии библиотеки в центре поселка собралась вся общественность. Читать это круто! Читать это модно! Читайте повсюду! Читайте свободно! Для гостей была организована экскурсия по новой библиотеке. Здесь несколько функциональных зон, современный зал для выдачи книг, зал комфортного чтения, информации, студия для мастер-классов, зона делового общения, актовый зал, где и состоялась встреча с населением. Здесь сегодня открывается прекрасная, замечательная библиотека, которая отвечает всем стандартам современным, которые предъявляются к современной библиотеке. Уверен, что эта библиотека станет не просто тем местом, где люди смогут прийти и взять книги, а это станет центром культурной жизни, духовной жизни Хандыги. Это очень важно, потому что Тампонский район – это один из тех районов, на которые мы делаем очень серьезную ставку в развитии в целом республики, всей Восточной Якутии. По итогам рабочей поездки в конференц-зале горно-геологического техникума состоялось рабочее совещание о ходе исполнения перечня поручений главы Якутии по вопросам социально-экономического развития Тампонского района. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Павел Пахомов, Хандыга, Тампонский район. И к другим темам. Ареал овцы-быков расширяется в Якутии. Сейчас их численность приблизилась к 4000. Когда их впервые поселили в республике в 1996 году, животных было только 190. Овцебыки обитают в лесных зонах Абыйского, Жиганского и Оленекского районов. Недавно их обнаружили вблизи границы Мирнинского и Оленекского улусов. Овцебыки весят около 300-350 килограмм. У самок рождается только один детеныш. Мясо напоминает по вкусу говядину, а жир по качеству ближе к бараньему. Со взрослой особи можно собрать более 2 килограммов пуха. Отмечу, что овцебык занесен в Красную книгу Якутии. За незаконную добычу животного грозит наказание. Важен вот именно подшерсток, пух. Называется гевиот, его называют, гевиут называют, разные переводы. Вот это очень тонкий. Он занимает одно из первых мест в мире. Он лучше, чем пух ангорской козы, да? Это вот знаменитый мохер,
кашмир. Вот. Он и тоньше, и длиннее. Вот. Очень теплые вещи получаются. Следующий этап – это вот именно создание таких крупных стад, чтобы как можно больше было животных. И это значит, животные со временем они станут, значит, охотничьим видом. Если говорить о проблеме бродячих животных, то она актуальна не только для Якутии, но и для других регионов России. Эксперты предлагают размещать бездомных собак и кошек в приютах. Наши московские коллеги отправились в уникальный центр реабилитации животных «Юна», аналогов которому нет в стране, и узнали, как в столице пытаются решить вопрос с бродячими животными. И подходят ли московские методики, например, Якутии. Репортаж Максима Кардозу. Мы с вами находимся в кабинете реабилитации для животных. Здесь размещено необходимое оборудование для того, чтобы работать с животными, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых есть травмы опорно-двигательного аппарата. Здесь есть беговая дорожка, здесь есть вот такие вот элементы, как вы можете видеть. А еще здесь есть ультрасовременная операционная, реанимация, штат психологов, которые помогают животным социализироваться. Удивляют и просторные вольеры, отдельные жилые боксы для кошек и собак, почти круглосуточное ветеринарное обслуживание. Кажется, что ты попадаешь в параллельный мир. Так и хочется воскликнуть. Как не в России. Очень помогал опыт западных коллег. Такие фонды, как у нас, такие центры, как у нас, работают в Западной Европе, делают акцент на это уже более 100 лет. И, конечно же, имеет смысл опираться уже на сублимированный опыт тех людей, которые уже прошли не один круг. Центр реабилитации животных «Юна» для России уникальный, построенный на частные деньги. Здесь бездомных животных лечат и подбирают им новых хозяев. Если вы не уверены, что готовы взять животное домой из приюта, то можно взять его под опеку и ежемесячно перечислять какое-то финансирование. Вот, например, эти два котика находятся под опекой каких-то добрых людей. Причем некоторым животным необходима постоянная медицинская поддержка. Вот, например, вот этот симпатяга Кузя. Он не может самостоятельно ходить в туалет. И, конечно же, ветеринарная поддержка круглосуточно ему просто необходима. И таким животным опекуны нужны больше всего. Построить точно такие же центры в регионах сложно, нужны большие финансовые вложения. Но здесь уверены, что бороться с проблемой бездомных животных можно и без миллионных бюджетов. Работу по осуществлению программы ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, да? Это те центры, где как раз были бы проведены массовые стерилизации. Это там, где бы отсекались животные с инфекционными заболеваниями, там, где они прививались от бешенства. Это параллельно решает большущее количество вопросов. Дальше при этих центрах также могли бы быть, например, в симбиозе с каким-нибудь тоже добровольческим, волонтерским движением, центры по пристройству. Также в центре «Юна» говорят о том, что необходимо проводить работу и с людьми, рассказывать им, что брать животных из приюта – это нормально. И главное – понимать свою ответственность за питомца. Максим Кардозу, Джур Березкин, Подольск, Подмосковье. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и через пару минут обязательно продолжим. Смотрите далее. 9 мая в Московском парке «Патриот» откроется первая региональная экспозиция Якутии, посвященная вкладу республики в Великую Отечественную войну. Как якутские умельцы выпускают не имеющие аналогов вездеходы, идеально подходящие для эксплуатации в суровых условиях нашей республики. Мы продолжаем. За 2 года якутские производители из компании «ЯКТ Сокол» выпустили более 200 вездеходов. Якутская компания – это представитель новосибирских изобретателей. Производство здесь запустили в 2017 году. Весь технологический процесс проходит внутри местного завода. На месте побывал наш корреспондент Юрий Осипов. Подробности создания «Хозяев бездорожья» в его следующем сюжете. Несмотря на то, что этот вездеход развивает скорость почти в 100 км в час, его стихия не скорость, как нам говорят создатели, его стихия – природа.
где он чувствует себя вполне комфортно. Автор разработки Алексей Поздеев из Новосибирска. Слесарь по профессии и изобретатель по призванию. Он поставил себе цель создать машину, на которой можно не бояться ездить по самым сложным бездорожьям. Стальной сокол конструктора расправил крылья в 2015 году. Квадроцикл с уникальными характеристиками быстро набрал популярность. По цене, проходимости и простоте управляемости и исполнения вездеход лучше всего подходит к условиям республики. К такому выводу пришли якутские производители, перебрав различные модели. Брали более оптимальную технику, которая бы по своим, как говорится, способностям смогли бы собирать здесь именно на территории города Якутска. Конечно, в техническом плане город Якутск, как сказать, технически слабо развит, да, там производств мало и так далее. Из-за этого приходится в основной массе полуфабрикаты завозить с Новосибирска. Производство здесь началось в 2017 году. Начинали практически с нуля. Несколько приятелей, загоревшись идеей, договорились с производителем в Новосибирске и отправились за опытным образцом. Сначала работали в небольшом гараже. Тогда было задействовано всего 4 человека. Не резко, это было с 2016 года. Все это мы собирались с духом, как говорится, сопоставляли свои возможности, развить это производство. Конечно, там на первый взгляд все так трудно было. Когда начинали первых 2 машины, отдали клиентам, мы сначала их сами испытали. Поехали, как говорится, в тайгу, в автономку, там, больше 180 километров проехали, убедились, что наша техника, как говорится, надежна, так же, как и оригинал новосибирский. И на данный момент люди довольны, которые пользуются нашими машинами. Вездеходы якутского производства пользовались спросом, а потому со временем увеличилось и помещение, и само производство. Сейчас здесь работа поставлена на поток. Работа здесь устроена так, чтобы процесс производства шел беспрерывно. То есть по принципу конвейера, где каждый специалист занимается своей частью работы. Сейчас вы видите скелет будущего вездехода, его раму. Если мы пройдем немного вперед, то вы можете увидеть весь технологический процесс создания вездеходов буквально пошагово. На сборку одного вездехода уходит около недели. Весь технологический процесс проходит здесь же. Когда я пришел, объем производства был примерно 4 квадроцикла в месяц. Сейчас мы выпускаем 8-10. Полностью, наверное, обучился за полгода. Вот. А дальше уже по накатанной просто все почти знакомо. Бывает, что нужно придумать что-то новое, но парни помогают, всегда все подскажут. Вездеход «Сокол» внешне напоминает квадроцикл, но единственное, что его роднит с ним, это мотоциклетный руль и посадка. Длина вездехода 3 метра, ширина около 2. Он весит порядка 700 килограммов и может перевозить на борту около 400. На «Соколе» установлен двигатель от машин марки Toyota мощностью 109 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Коробка передач автоматическая. Также бензобак на 38 литров при расходе топлива примерно 20 на 100 километров. Он развивает скорость почти до 100 километров в час. Отдельного упоминания требуют совсем не квадроциклетные колеса вездехода. Диаметр шин 1100 на 500 миллиметров и диски на 20 дюймов. Все собственного производства. Положительная плавучесть вездехода обеспечивается именно за счет большого объема воздуха в колесах. На воде он может удержать 2 человек. Сегодня здесь помимо стандартного «Сокола» производят также более современную его модель «Сокол Про». Основное его отличие – это мосты «Спайсер» со стопроцентной межколесной блокировкой с пневматическим приводом. За счет этого растет управляемость, надежность и проходимость машин. «Сокол Про» больше и мощнее своего предшественника. Его длина больше 3 метров, а ширина больше 2. Вес увеличился на 200 килограммов. Увеличилась и грузоподъемность. Он обзавелся двигателем 140 лошадиных сил и объемом 1,8 литров. Коробка передач не изменилась. По словам производителей, в условиях бездорожья автомат намного удобнее. Бензобак увеличился на 15 литров, а расход топлива расчетно на 1 литр. Колеса уже заказные, диаметром 1200 на 600 миллиметров. Стандартный вездеход стоит от 700 тысяч рублей. Цена за модель «Сокол Про» начинается от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В дальнейшем якутская компания планирует расширить производство. Учитывая, что сейчас недостатков желающих приобрести вездеход нет, то это вопрос времени. Юрий Осипов, Алексей Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.
В Якутске дали старт Российскому году памяти и славы и году патриотизма в Якутии. Торжественное мероприятие прошло в Русском театре. Ветераны передали молодому поколению капсулу памяти с посланием. Письмо, написанное фронтовиком, откроют через 10 лет. Капсула будет храниться в Музее боевой славы города Якутска. В течение года якутяне присоединятся к множествам акций. Одним из главных мероприятий станет запуск видеопроекта «Мы вместе». Подрастающему поколению будут рассказывать о людях, участвовавших в становлении Якутской ССР, тружениках села, первооснователях промышленности. Также в июне намечается Всероссийский молодежный гражданско-патриотический форум «Наше будущее в России». Патриотами люди не рождаются. Патриотов надо воспитывать с самого рождения детей, детских садов, школьных учреждений, там, где молодежь работает, там, где взрослые люди общаются с молодежью, то они должны обязательно внимание обратить к молодежи, чтобы они были воспитаны. Эту задачу надо решать. Подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы идет полным ходом. В Москве обсуждается вопрос открытия экспозиции, посвященной воинам-якутянам в крупнейшем военно-патриотическом парке страны «Патриот». Это уникальная акция, причем Якутия пока единственный регион, который получает такую уникальную возможность. Наш корреспондент Максим Кардозу решил исследовать место, где появится экспозиция, и узнать, чем вообще знаменит парк «Патриот». Это масштабная реконструкция битвы за Москву 1941 года. Сотни участников, советская и немецкая бронетехника, спецэффекты. Это невероятное представление ежегодно проходит в военно-патриотическом парке Вооруженных сил России «Патриот». Причем это огромный комплекс, который объединяет и музей, и выставку, и центр военно-тактических игр. Кроме того, у нас есть музейный комплекс «Партизанская деревня», где практически до мелочей воссоздан быт партизанского отряда, бригады в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, основой парка явился танковый музей в Кубинке. Это уникальное место, где каждый желающий может для себя найти все, что он хотел бы. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы вблизи посмотреть на военную технику. Танки, ракетные комплексы, самолеты. Здесь представлено все, что есть сейчас на вооружении российской армии и на чем шли в бой в прошлом. Но вы, наверное, уже поняли, что в парке «Патриот» можно трогать руками экспонаты. И, конечно же, такие вот тактильные ощущения – это совершенно другой уровень восприятия. Вы здесь даже можете и в танк залезть. Я сейчас нахожусь в кабине легендарного Т-34. Это символ, наверное, Великой Отечественной войны. Этот танк затонул в 1942 году под Великими Луками, и здесь сохранилось практически все точно так же, как и 75 лет назад. Честно вам скажу, места здесь немного. Рассчитана машина на экипаж из 4 человек. Вот я сейчас нахожусь в кресле водителя-механика, и можно себя почувствовать, наверное, настоящим танкистом. Весной здесь должны появиться дополнительные экспозиции на тему «Дороги героев, дороги победы», которые будут рассказывать о подвигах бойцов Второй мировой. Причем Якутии посвятят отдельную выставку. Сейчас идет подготовка экспозиции силами сотрудников Республиканского краеведческого музея. Она должна открыться к 9 мая. Я надеюсь, что она будет состоять из 2 частей. Это вклад жителей Саха-Якутии на фронте, их подвиги и боевой путь. И кроме того, тыл, то есть что Якутия дала фронту. Якутия первый из регионов, у кого появится подобная экспозиция. И в парке «Патриот» говорят, что наша республика уже стала примером для подражания. Ведь эту инициативу готовы поддержать по всей стране. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Одинцовский район, Московская область. Ну а культурная жизнь столицы не стоит на месте. Не только в выходные, но и в будние дни кинотеатры и их театры города готовы распахнуть свои двери. О том, что и где можно посмотреть на следующей неделе, знает мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города приготовили для зрителей много всего интересного. На большой экран вышел исторический фильм Сэма Мендеса «1917». Фильм уже завоевал 2 премии «Золотой глобус» в главных номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а также номинирован в 10 категориях на премию «Оскар». 1917 год – разгар Первой мировой войны. 2 юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем? В главных ролях Бенедикт Камбербэтч, Колин Фёрд, Ричард Мэдден, Марк Стронг и другие.
Еще один оскаровский номинант в 6 категориях – экранизация культового романа «Маленькие женщины», поставлен режиссером Гретой Гервиг. Фильм рассказывает о взрослении 4 непохожих друг на друга сестер. Действие фильма разворачивается во времена гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. В ролях Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн и Мэрил Стрип. Для любителей хорроров на большой экран выходит «Гретель и Гензель». Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Гретель! Брат! Что вы с ним сделали? Русский театр приглашает на комедию «Фарс» «Тетки» по пьесе Александра Коровина. Две сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом непростой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину, а особняк продать. На этом фоне разворачивается сюжет уморительно смешной комедии с забавными ситуациями. Актеры играют с куражом, легкостью и удовольствием. Также в Русском театре гастроли Московского театра «Мюзик-холл» с спектаклем «Любить не стыдно». В основу спектакля легла пьеса «Около любви» современного писателя и драматурга Александра Коровкина. Зрители порадуют по-настоящему звездный актерский состав. Юлия Куварзина, Светлана Пермякова, Марина Дюжева, Павел Савенков и Виктория Тарасова. В деревню на отдых приезжает необычная пара. Он молодой мужчина, она пожилая женщина. Кто они? Муж и жена, брат и сестра, мать и сын. Разница в возрасте и странные взаимоотношения дают повод для сплетен среди местных жителей. Театр оперы и балета приглашает на оперу «Евгений Онегин». Петр Чайковский назвал своего Евгения Онегина лирическими сценами по Пушкину, подчеркнув тонкость и камерность музыкального стиля оперы. Для Чайковского было принципиально важны естественность и искренность актерского исполнения, отсутствие театральных шаблонов и внешних эффектов. Режиссер-постановщик Прокопий Неустроев. Дирижер-постановщик Алексей Унаров. Также Русский театр покажет спектакль «Барышня-крестьянка» – сентиментальная деревенская история любви. Нестерпимое девичье желание 17-летней Лизы, дочери помещика, увидеть красавца Алексея, сына соседа по усадьбе, приехавшего к отцу по окончанию университета, заставляет ее созорничать и переодеться в крестьянское платье, выдавая себя за дочь кузнеца Акулину. Встреча молодой пары приводит к взаимным сильным чувствам. Судьба распорядилась так, что враждующие между собой их родители-помещики помирились, а розыгрыш Лизы был счастливо раскрыт. Саха-театр приглашает на премьеру моноспектакля биографии «Незабываемые звезды». Заслуженная артистка республики Софья Сергучева-Баранова в этот вечер расскажет о жизни и творчестве легендарных выпускниц 1955 года Якутской национальной студии. На этом у меня все. Нескучной вам недели. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. И прощаясь, я хочу еще раз от всей души поздравить и вас, уважаемые зрители, и всех моих коллег, всех, кто трудится и в кадре, и за кадром. С днем рождения телеканала «Якутия-24». Нам 2 года. Желаю новых достижений и до встречи в эфире.